Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня будет немножечко необычное, нетипичное видео для моего канала. Я участвую в парфюмерной эстафете. И сегодня я заполню такую вот виртуальную анкету, парфюмерную анкету. Все дело в том, что мне от канала Ирины прилетела эта эстафета. И я должен ответить на 5 вопросов, рассказать о парфюмерии. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Друзья, очень многие блогеры сейчас участвуют в таких эстафетах. Это очень интересно, это очень познавательно. Поэтому, Ирин, спасибо большое, что дала возможность поучаствовать. Мне безумно интересно, что из этого получится. Буду ждать отзывы, комментарии. Дорогие мои подписчики, думаю, что вам это тоже будет интересно видео. Потому что все время делаем обзоры, все время снимаем новинки. И очень редко говорим о тех вещах, которые нравятся нам. Вот, итак, давайте непосредственно перейдем к вопросам. Первый вопрос. Сколько ароматов в моей коллекции? Девчонки и мальчишки, а также их родители. Увидеть не хотите ли? Сколько у меня ароматов? Ой, господи, боже мой, хороший, конечно, вопрос. Меня аж прям, знаете, рассмешил. Рассмешил то, что у меня на самом деле очень-очень мало ароматов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 ароматов. Но, внимание, здесь просто есть ароматы, которые я про запас взял. Поэтому у меня всего лишь раз, два, три, четыре, 5 ароматов. У меня всего лишь в коллекции 5 ароматов. Ну, я не знаю. Сейчас, может быть, многие удивятся, почему я занимаюсь продукцией, да. Все видели, сколько у меня кремов, баночек всяких, а 5 всего лишь ароматов. На самом деле объясню, почему именно 5, а не больше. Потому что я, знаете, с пристрастием выбираю ароматы. Есть, да, люди, которые могут пользоваться разными ароматами в разное настроение и так далее, и так далее. У меня же не то что капризная душа, но на самом деле, вот, ну, мне не нравится этот аромат, я его не хочу. И поэтому мне очень мало нравится ароматов именно в нашей компании Avon. Поэтому я иногда прибегаю в соседний подъезд и в соседний каталог и заказываю что-то там, что мне нравится там. Вот. Чуть дальше в этом видео я с вами все-таки поделюсь, какими ароматами я пользуюсь. Ну что, у меня в коллекции всего лишь на сегодняшний день 5 ароматов. Я сейчас вам их покажу. Назовите 3 самых любимых ароматов. Ну, давайте начнем показывать самые-самые любимые ароматы. Естественно, эти ароматы сейчас со мной. Аромат номер 1, который занимает в моей коллекции, это аромат Love от Кинзо Такада. К сожалению, да, знаете, что Кинзо Такада покинул нас в прошлом несчастном году. Вот, мне выдалась такая уникальная честь быть на презентации этого аромата. Ой, я не помню уже сколько лет прошло, лет 5, наверное, прошло. Вот. Нужно было выполнить определенные условия координаторов компании, чтобы поучаствовать на презентации этого аромата. И, кстати, внимание, знаете что? На этой презентации должен был присутствовать сам маэстро, сам Кинзо Такада должен был прилететь в Алма-Ату, то есть у нас должна была состояться презентация в Алма-Ате. Но, к сожалению, он отказался принимать участие в Алма-Ате, потому что он был в Москве. В Москве он точно был, я видел все презентации, на которых он был. Как я завидую вам, коллеги россияне. Вам, ну не всем, конечно, удалось встретиться с Кинзо Такада. Вот. Но я был практически в шаге от нашей встречи. Но он в последний момент, насколько я знаю, он отказался принимать участие в презентации аромата в Алма-Ате.
но, может быть, мы не доросли до него. Номер один аромат, который в моей коллекции самый-самый любимый, это Love. Безусловно, он уже много лет является моей любовью. Love, love is love. Я не могу, вот честно, он мне нравится безумно, я не могу от него отказаться, пока не вышло достойных новинок с моей точки зрения. Второй аромат, который достойно занимает второе место в моей коллекции. Я его безумно люблю. Это новинка взорвала мой мозг. Да, это вот Attraction One Fresh. Это новый аромат, который у нас вышел осенью. Они парные ароматы. Я даже тут приготовил страничечку, чтобы показать. Ну, кто впервые, может быть, не знает, да. Вот, я как с каталога сейчас оторвал, видите? Вот, это у нас древесный. Это идет цитрусо-древесный аромат. Он тоже свеженький. Вот, кстати, кинзо, он очень такой свежий аромат. А что там идет в составе, что он такой свежий, я уже не помню. Я уже не помню, и у меня закладочка куда-то, девчонки, мальчишки, улетела. А, вот она. Смотрите, у кинзо тоже идет древесно-ароматический аромат. Ага, все понятно. Я люблю древесные ароматы. Выходит это так. А я-то думал, что я люблю свежие, цитрусовые, морские ароматы. А оказалось, Леша любит древесные ароматы. Еще один древесный аромат. Черный перец, лист фиалки и кедр. Ну что же дает тебе такую свежесть? Фиалка, наверное. Наверное, фиалка, не знаю. Друзья мои любимые, мои хорошие. Вот такой вот аромат. Возвращаемся, если опять же к фрешу. Хочу сказать, что он мне безумно полюбился. Я думал, что он даже вытеснит в моей коллекции аромат Love, но этого не произошло. Он остается пока вторым моим любимчиком. Но заметьте, вторым еще же есть третье место. Вот. И хочу еще раз дать отзыв об этом уникальном, я бы сказал, аромате Waven. То, что сейчас вот первые впечатления, когда я пользуюсь этим ароматом, вот честно говорю, как есть. Это фу, это настолько резко, настолько не тяжело переносимый. Вот когда вот так вот делаешь, ой, ой, он очень резкий. Но стоит подождать минут 15, ну я не знаю, может минут 5 хватит. Так красиво? Нет, так некрасиво. Может быть, минут 5 достаточно этому аромату на мне повисеть. И вы знаете, он когда выдыхается, вот эта резкая нота, у него очень-очень классный шлейф. Очень. Кстати, и про лайф я вообще молчу. У меня до сих пор иногда спрашивают на улице, каким ароматом я пользуюсь, потому что влюбляются в него вот так вот, не зная меня, влюбляются в меня. Ладно, ну что, мои, переходим к третьему аромату, который я люблю. Ну вот он по любви к этим ароматам, он занимает у меня третье место. Это аромат Black Sea Touch Lecher. Сейчас будет сюрпризом для меня. Это у нас аромат, в составе идет листья кактуса, табак, дымная кожаная нота. Ну, не знаю. По мне он тоже аромат он очень нежный. Я бы сказал, он тоже... Намешаю сейчас. Ну, ой. Я зачем болтал, когда брызгался, рот раскрыл и попал себе это. А как правильно ставить? Где должно быть второе место, а где должно быть третье место? Ну, пусть будет так. Так вот, дорогие мои, вот этот аромат я безумно люблю. У меня тут уже вот капитушечка осталась. Вот капитушечка. Я обязательно буду его еще заказывать. Вот этой зимой я им редко пользуюсь, потому что вышел вот этот аромат, и он затмил все. Но вот у меня Love тоже заканчивается. А этот прям капитушка остался. Поэтому буду заказывать еще.
Ну вот, Ирин, и всем, кто смотрит мой обзор, вот это 3 моих любимых аромата в моей коллекции. А у меня в коллекции, я сказал 5 ароматов. Ну хорошо. Самый дорогой аромат в твоей коллекции. Но давайте, прежде чем я перейду на этот вопрос, я должен вам ответить еще на один аромат. У меня в коллекции есть еще аромат вот такой маленький. Это у нас аромат Attraction One Fresh. То есть это вот этот аромат. Я очень рад, что у нас в компании появились вот такие пальчики мужские. Наконец-то я могу тоже с собой носить. Я запасся. Я взял кучу этих пальчиков, потому что была акция. Я их купил за 350 тенге. Но кто у нас не казахстанец, скажу, что это где-то меньше доллара. Меньше доллара стоит вот такой пальчик. Ну, кстати, если говорить про доллары, то вот этот аромат у нас стоит где-то 8-7 долларов. Кинзо у нас стоит почти на минутку. Я бы сказал, почти 20 долларов, где-то 17 долларов. И Attraction One стоит где-то долларов 12. Вот. И еще у меня есть аромат в моей коллекции. Это 4-й аромат, последний. Больше у меня ароматов нету. Это аромат Ума Феличи. Этот аромат мне нравится. Этот аромат я заказал годик назад. Он до сих пор у меня стоит. Я не знаю. Надеюсь, он уже не просроченный. Вы знаете, у нас у всех в жизни есть, наверное, как вещи, так, наверное, ароматы, которые что-то напоминают в нашей жизни. И вот этот аромат, он мне напоминает мою юность. Звук поставим на всю, пусть соседи не спят. Это юность моя, это юность моя. Вот, это он, просто люблю этот аромат, потому что у меня с ним идут воспоминания. Воспоминания моей юности, воспоминания о моей работе, где я впервые этот аромат попробовал. Поэтому год назад у меня была какая-то апатия. И, кстати, я его заказал зимой, потому что у него, знаете, вот я первый раз в жизни его попробовал зимой. Я не помню, что у него идет в составе в этом аромате. Но он, похоже, тоже какой-то цитрусовый. Какой-то цитрусовый аромат у него. Вот он мне напоминает Новый год 20 лет спустя. Да, 20 лет спустя я как-то попробовал этот аромат. Он мне очень понравился. И, кстати, там тоже капитушка-то осталась. Ну, не знаю. Не знаю, буду я его еще заказывать или нет. Но он у меня есть. Иногда мне хочется его на себя нанести. Окунуться в это прошлое, повспоминать тех людей, мои люди, где мои люди. Так, 4-й вопрос. Какие ароматы у тебя в хотелках? Вы знаете, я не готовился, как в принципе ко многим обзорам, я практически не готовлюсь. Я снимаю все как есть, с первого практически дубля и кадра. У меня нету текста, я не подготавливаюсь, поэтому я уже вопрос-то я себе написал, но я даже и не подготовился, потому что, наверное, возможно, где-то в душе я что-то и хочу попробовать. Я хочу попробовать что-нибудь из французского дома себе для сравнения, потому что когда-то у меня была такая возможность, я путешествовал, и я в Duty Free купил себе аромат Аква, не помню, как называется, но Аква, помню, что была Аква. Тогда я отдал 100 долларов, я не помню 100 долларов, сколько тогда стоили, но этот аромат был у меня, наверное, вот тогда был самый дорогой аромат. Вот, сейчас в Duty Free я не попадаю, а идти во французский дом мне уж как-то, знаете, не хочется отдавать по 100 долларов, когда есть прекрасные варианты. Вот тот же Кинзо Такада, конечно, именно такой флакон, может быть, во французском доме и не продается,
Но как вариант, вот, пожалуйста, почти $20, какая огромная экономия. Поэтому у меня в хотелках, знаете, такой аромат, чтобы он мне башню снес, и она назад не возвращалась, чтобы я просто вот, ну, стал вот от безумия, от этого аромата обезумел настолько, ну, чтобы был, ну, в хорошем, в хорошем понятии безумия, чтобы не совсем с ума сошел. Вот, поэтому не могу сказать честно, потому что занимаюсь вплотную Avon. И вот, кстати, хотел бы попробовать аромат еще Excite. Дима Билайн, Дима Билан. Хотел бы попробовать еще аромат от Димы Билана. Он, кстати, тоже не дешевый. Он тоже где-то идет около $20. Вот. Где-то я его слышал уже у друзей, но вот хотел бы его попробовать. Да, вот, точно, хотел бы попробовать Excite. Не помню, как правильно называется. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто знает его правильное название. Итак, последний, пятый вопрос. Что-то мы засиделись с вами. Какой аромат ты бережно больше всего хранишь? Вы знаете, у меня есть аромат, который я бережно храню. К сожалению, у меня его сейчас нет дома. Это аромат мне подарила на конференции мой лидер Анна Петровна. Она его получила в подарок. Я сейчас вкратце объясню. Это была конференция уже давно, лет 8, наверное, назад, не помню. Лет точно 8 назад была, наверное, конференция. Ане Петровне подарили коллекцию ароматов. Там, по-моему, 3 или 5 ароматов шло, вот не помню. Это самые первые 3 аромата Avon, которые еще Дэвид Маккойл предлагал своим клиенткам. Вы представляете, этим ароматом, ну, не самому аромату, а его составу уже более 130 лет. И вот Анна Петровна, мой лидер, а я тогда еще только начинающий был, пацаненок еще был. И она, чтобы как-то, ну, поддержать нас на конференции, она всем нам, своим координаторам, раздарила вот эти маленькие флакончики. И она мне подарила вот этот маленький флакончик вот этого первого аромата в компании Avon. Вот он у меня хранится в офисе, так как я в офисе чаще бываю. Он у меня стоит в офисе. Вы знаете, я как-нибудь обязательно буду делать обзор, я вам его покажу и расскажу. Вот его я очень бережно храню. Вот это да. Дорогие мои, с этих ароматов я не знаю, что бережно хранить, потому что они все есть в каталогах. У меня есть запасы. У меня есть запасы моих любимых ароматов. Кинзо у меня есть еще упакованный. Где у нас тут год? Сейчас я посмотрю, какой у него год. Я его получил в 19-м или в 20-м году. В 20-м году я его в январе получил в подарок. В подарок по аромаклубу. Ну, в общем, получил в подарок. Так, он еще у меня нормальненький, 19-го года изготовления. Поэтому разлив 19-го года. Поэтому не знаю, что из этого бережно хранить, потому что они есть в продаже, их можно в любой момент заказать. А вот тот аромат, которого точно в продаже нету, это аромат, один из первых ароматов нашей компании. Он у меня, так скажем, в сувенирном, такая, знаете, коллекция для коллекционеров Avon. Он у меня находится в коллекции. Даже если он будет стоить огромных денег, я его не продам. Для меня он очень дорог. Ну что, вот такая вот парфюмерная эстафета. Вот такая вот у меня парфюмерная анкета. Как видите, у меня багаж небольшой, потому что меня устраивает то, что у меня есть. Но если вдруг мой носик учует где-то еще что-то интереснее, конечно, я попробую, закажу и с удовольствием вам расскажу. По правилам нашей эстафеты я должен тоже передать эту эстафету следующим участникам. Я долго думал, потому что действительно желающих, вот как раз желающих не знаю сколько, но
Блогеров много, много блогеров, которых я смотрю тоже. Мне было бы интересно их мнение, их коллекцию посмотреть. Поэтому давайте я тоже, как и Ирина, скажу, что девчонки, мальчишки, а также их родители, короче, все желающие принять участие в этой эстафете, пожалуйста, принимайте, снимайте, сообщайте, я обязательно зайду и посмотрю ваши видео. Но хочу выделить 3 участников, которым я передам привет ссылочкой, обязательно им скажу, что так, вы внимательно посмотрели. Лилия Сладкая, очень хочу посмотреть вашу коллекцию. Ольга, тоже жду вашу коллекцию, обязательно посмотрю. И вы знаете, что самое интересное? Когда я создавал этот канал, я штудировал, я проверял на конкуренцию, сколько блогеров снимают Avon, ну вот, в общем, эту тематику. Снимают множество, просто тонна, сколько девчонок снимают вот такие вот видео. Но в нашей индустрии я встретил, но я еще раз говорю, я старался перерыть интернет как можно. И в нашей индустрии я встретил только одного парня. Сейчас про меня не считаем, потому что я же искал. Я встретил всего лишь одного парня. Всего лишь одного. Вы где? Простите, пожалуйста. Вроде бы зубы все на месте. Итак, и вот он, наш герой. Я хотел бы передать эстафету Игорю Мушта. Игорь проживает в Украине. У него тоже довольно интересные обзоры. И тоже бы хотелось посмотреть на его мужскую коллекцию ароматов. Фух, ну вот, в принципе, вот такое вот у нас получилось шикарное видео. Жду ваших комментариев. Понравилась ли вам эта эстафета? Если понравилось, пожалуйста, напишите. Те, кто не могут снять свои обзоры, пожалуйста, напишите в комментариях. Перечислите ваши любимые ароматы. Перечислите всю вашу коллекцию. С удовольствием, будет очень интересно посмотреть. И, кстати, есть такое предложение. Есть такое предложение, что если вы не ведете свои каналы, но готовы снять свои коллекции ароматов, то вы можете этим видео поделиться со мной. Я его смонтирую, и мы сделаем такое а-ля интервью, где вы в моем видео на нашем канале расскажете про свою коллекцию. Поэтому жду ваших предложений, насколько вам интересна эта тема. Обязательно поставьте лайк этому видео. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. И ждем ответочку. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.